Вандруем па рэгіёнах Беларусі, даем мерцаў жывую гісторыю, захапляемся разнастайнасцю жыцця, знаёмімся з людзьмі і спазнаем саміх сябе. Падарожжа ў глыбінку. На хвалях Радыё Беларусь. Вітаю аматараў вандровак на хвалях міжнароднага радыё Беларусі. З вами Вікторыя Пяткевіч. Традыцыйна ў гэты час мы падарожнічаем па беларускіх ваколіцах, шукаем прывабныя краявіды і знаёмімся з адметнымі беларусамі. Вёска Замасцяна ў Валожынскім раёне Мінскай вобласці, можна сказаць, тыповая беларуская глыбінка. Тут ціхае размернае жыццё, нешматлікія вясковыя хаты абкружаны прыроднымі прасторамі, сталых мясцовых жыхароў таксама меншае. Аднак яны з радасцю пагавораць з прыезджым і прыгадаюць штосьці цікавае. Турысты ведаюць пра гэтую мясцовасць, аматары зялёнага адпачынку з задавальненнем прыязджаюць у аграсядзібу за Масточкам. Яе гаспадарамі з'яўляюцца сталічныя жыхары Дмітрый і Ганна Наканечныя. Як яны самі прызнаюцца, жыць на ўлоне прыроды іх даўняя мара, а Валожыншчына адразу спакусіла маляўнічымі краявідамі, багатым раслінным і жывёльным светам, тым самым падказаўшы, у якім накірунку развіваць бізнес. Інтарэс да беларускай глыбінкі абуджае мой суразмоўца Дмитрий Наканечны. В географическом плане мы находимся относительно Минска, в сторону двигаемся Гродно, и потом, когда трасса на Гродно уходит прямо, а трасса на Вильнюс немножко уходит направо, мы можем или по одной, или по другой трассе двигаться, а потом свернуть. И между этими двумя трассами, примерно где-то в 10 километрах от одной трассы, примерно от другой столько же километров трассы, вот как раз и находится местечко Замостяны. Оно находится за Воложином, по дороге 10 километров от Воложина, на берегу Саковчицкого водохранилища, реки Западная Березина. И, наверное, вот это самое такое основное слово на берегу, потому что, конечно же, вода сюда привлекает множество людей отдыхать, множество рыболовов ловить рыбу, потому что водохранилище богато рыбой. Белорусское общество охотников и рыболовов 3 года назад сюда сделало зарыбление, поэтому выпустили и белого амура, и карпа, и щуку, много, и сома в том числе. То есть рыбаков у нас очень много, всех, кто приезжают, имеют возможность поймать эту рыбу, многие ловят, даже художники при проведении пленэра, попутно некоторые из них рыбаки, так что во время пленэра, в общем-то, удача улыбнулась, и они поймали 3 щуки, одна из которых была около 5 килограмм весом. Это разнообразило меню, конечно же. Вот такое вот у нас место интересное. Тогда, если мы говорим про воду, про озеро, про водохранилище, то мы говорим и про птиц. Конечно. В первую очередь, конечно же, это осень, это переменчивая погода, и каждый день он не похож на предыдущий. Мы не знаем даже, чего ожидать от последующего. Вот эта переменчивость, изменчивость, она очень интересна с точки зрения художника, потому что это новые краски, это новые виды, новое освещение. К тому же у нас и места очень живописные. Ну и, конечно же, это птица. Часть птиц уже улетела на юг, а сейчас вот каждый день мы можем ожидать новых и новых птиц, которые будут перелетать в более теплые места. Видели впервые в этом году гусей. Первые перелетные гуси вот прилетели на водоем, на ночевку, ну и расположились. Поэтому можно уже смело сказать, что да, действительно у нас уже осень началась и начался такой вот осенний перелет, первые гуси. Ну а сейчас я думаю, что будет их количество просто нарастать, количество видов будет меняться. Вчера прилетели это гуси-гуменники, а скоро пойдут и другие виды. Возможно, серые гуси, возможно, это белолобые. Но пока что еще массовости нету. Но ожидается. Конечно, готовятся и лысухи уже к отлету, готовятся и черки, и утки разных видов, но еще самое-самое начало. Конечно же, лебеди на нашем водоеме. Это очень красиво и очень приятно, потому что в этих осенних красках, когда птица с белоснежными крыльями огромными, и вообще этот вот белый цвет, который выделяется на фоне осенней, иногда серого неба, вот она, конечно, очень привлекательная и красивая. Замостяны отсылает название к воде, к мосту? Да, то есть это еще с древних времен. Здесь шел Виленский шлях,
И по этому шлиху, естественно, надо же было как-то форсировать-то речку. А река-то Западная Березина течет, которая течет у нас в Балтийское море. И раньше, пока не построили Гродненскую гидроэлектростанцию, рыба приходила нереститься сюда, фактически к нашему водохранилищу, к шлюзу, которое стоит уже с 1930 года. И рыба заходила с Балтики и нерестила здесь. Достаточно такой интересный момент. Ну, а Замостяны, конечно же, это был мост. Дальше была деревня Саковщина. По названию этой деревни назвали водохранилище Саковщинским. Ну и, конечно же, деревня Замостяны. Это та деревня, которая стоит направо за мостом. На свае вочы ўбачыць. Для нашей местности, она достаточно характерная застройка. Знаем нашу историю, что через нас всегда все войны, все проходят. Поэтому, конечно, преимущественно застройка это деревянная, низкоэтажная, даже низко-неэтажная, а, наверное, более правильное слово это более близкая к земле, либо вообще уходящая в землю. Это связано, наверное, с тем, что подвалы. Подвалы люди всегда делают из камня, но мы же на берегу водохранилища находимся. Поэтому большой глубины подвалов у нас нету. У нас достаточно высокий уровень грунтовых вод, поэтому как бы с камня мы уходим в землю насколько можем. Ну а дальше надо как-то и сверху защитить эту постройку. Поэтому над погребом, как правило, насыпалась земляная насыпь и делался крыша, свод. Иногда сверху делалось там сеновал. Оно тоже служило и сеновалами, и утеплением. Поэтому такие постройки достаточно низкие и в то же время достаточно большими крышами, почти как на домах. В этом характерность вот таких застроек здесь. А еще у нас постройки многие в один ряд выстроены. Это потому что, во-первых, связано с тем, что как выделялась земля раньше, то есть она нарезалась полосами. И вот эти вот полосы, они еще со временем делились в зависимости от того, какая семья. Возможно, старшему сыну и отдавали рядом надел, поэтому делили еще пополам, поэтому они вытягивались, эти все наделы, получались такими ярко выраженными полосами, это с одной стороны. Но с другой стороны, когда начинали строить какие-то здания, то, возможно, строили дом, потом к этому дому, экономя одну стену, достраивали там хлев, потом экономя еще раз одну стену, к этому зданию строили следующую постройку. И таким образом получалось достаточно много строений, которые вытянуты в одну линию, используют одну из стен предыдущей постройки, и дальше, естественно, крыша, которая идет там от самой высокой, и дальше она может быть ниже, и спускаться, допустим, по подвалу может быть самая низкая. Вот такие интересные строения, которые вызывают у людей интерес. Гэтага у кішэнь не схаваеш. Здесь, скажем так, уже очень немного осталось местных жителей, которые жили здесь испокон веков. Дети многие поуезжали в город и не вернулись назад, там и постоянно проживают. Иногда заезжают сюда к родителям. Но у многих уже и родителей нету, поэтому уже как бы дома уже пошли дальше. То есть уже другие хозяева, которые когда-то купили, они уже склонны больше использовать это в качестве дачи для приезда сюда летом. Но, тем не менее, еще есть небольшая часть людей, которые еще работают в местном СПК. И старшее поколение, которое уже преклонного возраста, это около 90 и за 90. И у нас есть тоже такие жители, очень хорошо, что они есть. То есть они еще что-то могут рассказать интересное. Очень интересно общаться с такими людьми. Когда те видят, что здесь происходит созидание какое-то, то они, конечно же, радуются. Падарожнічайце з радыё Беларусь. Чым цікава вёска Замостяны, гаспадар аграсядзібы за масточкам і ўжо, можна сказаць, мясцовы жыхар Дмітрый Наканечны распавядае з энтузіязмам. Больш за тое, гэта вёска літаральна акружана знакавымі для беларускай гісторыі мясцінамі, кажа Дмитрий Наканечны. Люди, которые приезжают к нам на агроусадьбу, большинство людей, они хотят узнать что-то новое. И это новое, раз они приехали уже к нам в местность, то, естественно, это краеведение, это та история, которая здесь была, это те традиции, которые здесь присутствуют. И они все это хотят узнать. Конечно же, вокруг нас, то есть у нас у самих много чего есть. История, она достаточно продолжительная, более 300 лет. Наша история именно этой местности, деревни более 300 лет. Хотя здесь находят иногда и артефакты, которые еще за гораздо большим сроком. Относительно недавно на нашей территории усадьбы была найдена монета 1665 года. И гости, которые у нас были, у них была цель актуализировать интерес к истории
истории у своих детей, которые учатся в школе, вот, ну и, в общем-то, не проявляют большого интереса. При такой находке, конечно же, интерес вызвала она у всей семьи. Старший сын написал реферат, занял первое место на республике на, по-моему, там какой-то олимпиаде по истории со своим рефератом. И, в общем-то, такая цель была достигнута, чтобы проявили интерес к истории. Ну и более того, гостям, когда рассказываешь такое, то все тоже очень внимательно слушают все истории, ну и, естественно, начинают интересоваться историей нашей местности, историей Беларуси в целом. Ну а в Беларуси есть что показать. Ну и, конечно же, вокруг нас. Это и те же самые очень известные гальшаны, которые знают очень многие люди с многих стран мира. Это и Вишнева, Шимон Перес. Когда называешь это имя, его знают тоже почти все. Это и Баруны, это и Крево, это и Десятники, немецкое кладбище, это и Первая мировая война, это война Наполеона, это и Вторая мировая война. Все это здесь, и все это можно ощутить. Более того, если кто-то более подробно, то как-то так и более осязаемо можно вот это ощутить, кто интересуется. Так что у нас история очень богатая. Ну и, конечно же, берег водоема, то он делает отдых и пребывание на нашей усадьбе, конечно, разнообразным и интересным. Падарожнічайце з радыё Беларусь. Разам з міжнародным радыё Беларусь сёння мы вандравалі па каларытнай вёсцы Замасцяны Валожынскага раёна Мінскай вобласці і пазнаёміліся з гаспадаром сядзібы за масточкам Дмітрыем Наканечным. Новая вандроўка чакае нас роўна праз тыдзень, не губляйце міжнародную хвалю. Вандруем па рэгіёнах Беларусі, даем мерцаў жывую гісторыю, захапляемся разнастайнасцю жыцця, знаёмімся з людзьмі і спазнаем саміх сябе. Падарожжа ў глыбінку. На хвалях радыё Беларусь.